Хайырлы хөрмәтле райондашлар, килгән кунаклар. Добрый день, уважаемые коллеги, приглашенные. Начинаем нашу работу. По данным регистрации на сессии из 38 депутатов Совета Муслимского муниципального района Республики Татарстан присутствует 37 депутатов. Кворум для открытия и проведения заседаний имеется. Есть предложение начать работу заседания. Прошу, кто за данное приглашение, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Единогласно. Неочередное заседание Совета Муслимского муниципального района Республики Татарстан объявляю открытым. Уважаемые депутаты и приглашенные, в работе заседания Совета района принимает участие премьер-министр Республики Татарстан Песошин Алексей Валерьевич, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Забаров Марат Азатович, первый заместитель руководителя аппарата президента Республики Татарстан Гарипов Ильнур Махмудович, руководитель, главный эксперт ФКО Главное бюро медико-социальной экспертизы Республики Татарстан, закрепленный актив Низам Ригель Халяфович. Также на заседание приглашены ответственные работник аппарата президента, Кабинета министров Республики Татарстан, руководитель предприятий, учреждений, организаций, представители общественных организаций, средств массовой информации. Уважаемые депутаты, до начала работы хочу вас информировать, что в исполнительном комитете Муслимского муниципального района имеется новые кадровые решения. Заместителем руководителя исполнительного комитета назначен Хузин Альберт Робертович. Переходим к формированию рабочих органов заседания, избранию секретаря и редакционной комиссии. Прошу секретарем избрать Каримова Ильнура Нагимовича, депутата от Саркамарлинского избирательного округа номер 5. Есть ли другие предложения? Если нет, то ставлю на голосование. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за, против, воздержался. В состав редакционной комиссии предлагаю следующих депутатов: Романова Галина Степановна, депутат от Новоусинского избирательного округа номер 2, Ханнанов Ильгиз Махурьянович, депутат от Октябрьского избирательного округа номер 4, Гибидуллин Ильнур Мухтарович, депутат от Большешакмакского избирательного округа номер 1. Кто за включение в состав редакционной комиссии вышеперечисленных депутатов, прошу голосовать. Кто за, против, воздержался. Решение принимается единогласно. Прошу секретаря и редакционной комиссии приступить к работе по ведению протокола заседания. Уважаемые депутаты, президентом Республики Татарстан Рустам Нургалевичем Миннихановым мне предложено перейти на работу в администрации Нижекамского района. В связи с этим мной в адрес Совета Муслимского муниципального района подано заявление о сложении полномочий депутата и главы муниципального образования. С учетом этого предстоит принять ряд решений организационного характера и предлагаю сформировать следующую повестку дня заседания. Первое. О досрочном прекращении полномочий руководителя исполнительного комитета Муслимского муниципального района. Второе. О досрочном прекращении полномочий главы Муслимского муниципального района, депутата Совета Муслимского муниципального района. Третье. О возложении обязанности
руководитель исполнительного комитета Муслимовского муниципального района. 4. О конкурсе на замещение должности руководителя исполнительного комитета Муслимовского муниципального района. И 5. О внесении изменений в структуру исполнительного комитета Муслимовского муниципального района. И 6. Разные. Будут ли какие-то предложения по повестке дня? Есть предложение утвердить предложенную повестку дня. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за, против, воздержался, единогласно. Повестка дня принята. Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению по вопросу повестки дня. Первый вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя исполнительного комитета Муслимовского муниципального района. В адрес Совета Муслимовского муниципального района поступило заявление Демидова Рафаэля Тимофеевича об отставке от должности руководителя исполнительного комитета Муслимовского муниципального района по собственному желанию. Уважаемые коллеги, необходимое сложение полномочий Рафаэля Тимофеевича имеет процедурный характер и связан с организационными вопросами. Он остается работать в исполнительном комитете района, и в связи с этим я прошу удовлетворить заявление Демидова Рафаэля Тимофеевича и принять его отставку по собственному желанию. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? Единогласно. Решение принимается. Рафаэль Тимофеевич, біздің енді бір претензиямыз жоқ. Аллаға шүкір, шуша алсақы уақытта бек матурға айтып ішіледік. Очень хорошо работали, Рафаэль Тимофеевич, поэтому я надеюсь, что и в последующем вы внесете большой вклад в развитие территории и роста Муслимовского района. Шуңа күрә бик зур рахмәт. Киләчәктә дә матур итеп бергә шуша җирлек өчен хезмәт итеп, матур итеп безгә эшләргә. Шуңа күрә иң изге теләкләр сезгә. Шуңа күрә бик зур рахмәт. Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению второго вопроса повестки дня о досрочном прекращении полномочий главы Муслимовского муниципального района, депутата Совета Муслимовского муниципального района. В адрес районного совета поступило заявление Муллина Рамиля Хамзовича о досрочном прекращении полномочий депутата Совета и главы Муслимовского муниципального района в связи с переходом на другую работу. В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года номер 45 о местном самоуправлении в Республике Татарстан, Устава муниципального образования Муслимовского муниципального района Республики Татарстан, решение о прекращении полномочий главы района принимается Советом района. Проект соответствующего решения Совета у депутатов имеется, есть ли необходимость его зачитывать. Есть предложение принять подготовленный проект решения. Кто за предложение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального района, депутата Совета Муслимовского муниципального района Муллина Рамиля Хамзовича, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Единогласно. Спасибо. Уважаемые депутаты, на посту главы района Рамиль Хамзович внес большой вклад в социально-экономическое развитие района. Позвольте от имени депутатов района поблагодарить Рамиля Хамзовича за совместную работу и пожелать ему успехов на новом месте работы, крепкого здоровья и благополучия. Позвольте предоставить слово для выступления премьер-министру Республики Татарстан Песошину Алексею Валерьевичу. Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные. В первую очередь, позвольте мне от имени президента Республики Татарстан Рустама Гагаревича Минниханова от себя лично поблагодарить вас и всех избирателей района за успешное проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва. По итогам выборов в республике запланированы ряд кадровых изменений среди руководителей отдельных муниципальных образований. Повестка дня сегодняшнего заседания связана с соответствующими кадровыми решениями. Как уже было сказано, президентом Республики Татарстан Рустамом Гагаревичем Миннихановым Рамилю Хамзовичу Муллину предложена работа в администрации Нижнекамского муниципального района. Рамиль Хамзович руководит Муслимовским районом 8 полных лет. За эти годы под его руководством успешно был решен целый ряд актуальных вопросов социально-экономического развития территории, направленных на повышение качества жизни граждан. В рамках федеральных и республиканских инвестиционных программ
в районе проделана большая работа по обновлению социальных и инфраструктурных объектов. Так, с 2016 года в общей сложности построены и отремонтированы порядка 280 километров дорог, 50 километров тротуаров, построено 2 новых детских сада, проведен капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием всех образовательных учреждений. Положительный опыт ремонта центральной районной больницы района дал старт республиканской программе по капитальному ремонту объектов здравоохранения. Построены и обновлены универсальный спортивный комплекс, бассейн, лыжная база, детский лагерь, спортивные площадки. Новая мечеть Джамик, построенная на основе современных архитектурных решений и технологий, стала визитной карточкой района. Благодаря вашей совместной работе и инициативе Рамиля Хамзовича село Муслюмово за последние годы превратилось в один из наиболее благоустроенных населенных пунктов не только в республике, но и получило широкую известность, популярность далеко за ее пределами. Качеству городской среды в вашем районном центре сегодня могут позавидовать многие крупные города страны. Считаю необходимым отметить также успехи района в сфере экономики, привлечения крупных инвесторов в сельское хозяйство, развития малого и среднего предпринимательства. Так, объем валового территориального продукта Муслюмовского района за последние 5 лет увеличился на 2 миллиарда 300 миллионов рублей или почти на 56%. Ярким примером успешного развития машиностроительной промышленности в сельской местности является компания «Агромастер», производимая которой сельскохозяйственная техника стала наиболее узнаваемым брендом района. За последние годы существенно улучшилась ситуация в аграрном комплексе района. Якорным инвестором отрасли стала компания «Август Муслюмова». Наряду с кардинальным изменением подходов к земледелию, внедрением в эту сферу самых современных технологий и полным обновлением парка сельскохозяйственной техники, в сфере животноводства компания реализуется проект строительства в районе молочного комплекса на 2400 голов. Первая очередь объекта уже введена в эксплуатацию. Большой вклад в развитие отрасли вносят также агрофирмы «Намус» и «Туганьяк», которые успешно реализуют свои проекты в сфере растениеводства и молочного животноводства. У вас традиционно активно развиваются малые формы хозяйства на селе. Район стал известен успешными фермерами, занимающимися птицеводством, такими как КФК «Чайка», КФК Сахибгараева, КФК Хамадишина, Гимаева и многие другие. Также примеры ответственного отношения к делу и успешного бизнеса можно было привести и по другим направлениям жизнедеятельности района. Уважаемые депутаты, позвольте мне от имени президента республики и правительства выразить Рамилю Хамзовичу слова благодарности за плодотворную работу на посту главы Муслюмовского муниципального района. Я уверен, что накопленный опыт позволит ему продолжить эффективно трудиться и на новом месте работы. Распоряжением президента Республики Татарстан Рамиль Хамзович Мулин поощрен благодарностью президента Республики Татарстан. Рамиль Хамзович, я вас поздравляю, позвольте вручить вам благодарность. Муслим муниципаль районның социаль-иктисадый һәм мәдәни үсешенә зур өлеш кертүче Рамиль Хамза улы Муллин Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановның рәхмәте белән бүләкләнә. Избрание нового главы района – процесс, требующий соблюдения определенных календарных сроков и регламентных процедур. В рамках повестки дня сегодняшнего заседания Совета депутатам предстоит рассмотреть вопрос о возложении исполнения обязанностей руководителя исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района. Как было озвучено, сегодня на должность первого заместителя руководителя исполкома назначен Хузин Альберт Робертович. Вы его знаете, он уроженец соседнего с вами Сармановского района. До сегодняшнего дня работал генеральным директором «Август агротехнологии», а до этого в период с 16 по 18 год занимал должность начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Муслюмовского района. Безусловным преимуществом Альберта Робертовича является знание им района, его жителей, большой опыт хозяйственной работы не только на районном, но и на республиканском уровне. Я уверен, что жизненный и профессиональный опыт позволит ему успешно выполнять возложенные полномочия, эффективно трудиться на благо жителей района.
Уважаемые депутаты, по поручению президента Республики Татарстан Рустама Гайдаровича Минниханова вношу на ваше решение предложение о возложении на Хузина Альберта Робертовича обязанностей руководителя исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района. Уважаемые коллеги, завершая свое выступление, позвольте обратить ваше внимание на ряд задач, которые имеют особую актуальность в текущий период. Как вы знаете, сегодня ситуация во всем мире осложнена пандемией коронавируса. Прошу всех вас, уважаемые коллеги, обеспечить строгое обеспечение и соблюдение в руководимых вами поселениях, предприятиях, учреждениях всех санитарных требований. Единственный метод борьбы с инфекцией – это максимальная вакцинация. В этой связи прошу не снижать темпов вакцинации, держать вопрос на постоянном контроле. Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, защита их здоровья является важнейшей задачей органов власти всех уровней. И в этом наша задача не снижать темпы, которые в вашем районе достигнуты. Следующий момент, требующий повышенного внимания, это обеспечение успешного прохождения осенне-зимнего сезона. Администрации района необходимо держать на постоянном контроле работу предприятий жилищно-коммунального комплекса, бесперебойное теплоснабжение объектов социальной сферы и жилого фонда. Необходимо обеспечить готовность сил и средств к зимнему содержанию дорожно-уличной сети. Через 10 дней нам предстоит приступить к проведению большой кампании всероссийской переписи населения, которая будет проходить в условиях сложной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Руководству района совместно со всеми задействованными в этот процесс службами необходимо обеспечить проведение предстоящих мероприятий на должном организационном уровне. Я хочу пожелать вам всех успехов и уверен, что у вас все будет хорошо. Спасибо, Алексей Валерьевич. Уважаемые депутаты, у нас есть руководитель, записавшийся для выступления. Слово для выступления предоставляется генеральному директору производственной компании «Агромастер» Исламу Ильгизу Закиновичу. Уважаемый Алексей Валерьевич, Ильнар Махмутович, Марат Азатович, Рамиль Хамзович, Альберт Робертович, депутаты, коллеги, муслюмовцы. Ну, меня попросили выступить. Я не записывался, Азат Музагитович немного привирает, но я не мог не выступить в этот день. Хотя я не депутат, но как руководитель, как житель этого района, всю мою сознательную жизнь я прожил здесь. Вот есть такая теория Донбека и Крисакована об эволюции. Вот она есть. 20-25 лет назад молодой парень приехал, а уехал из Муслюмова, потом обратно приехал. Прошло 18 лет назад, опять уехал и опять приехал. Ну и теперь и каждый виток эволюции идет с нарастающим, с нарастанием. То есть это реальная эволюция, это не революция, а эволюция. Поэтому и наша жизнь, наверное, потихоньку становится лучше. Но в Нижнекамск второй раз уходить, конечно, первый раз было, наверное, легче, потому что он не знал, куда идет, а во второй раз он уже идет, но если там чисто математически судить, это в 10 раз больше, в 10 раз круче, в 10 раз труднее, но труднее, наверное, раз в 1000. Хочу, может, еще раз прозвучит у меня выступление, хочу ему пожелать, конечно, терпения, здоровья, но остальной успех он приносить умеет. Вот сначала, я помню, 8 лет назад, пришел Муллин. Для меня-то он был знаком, для многих нет, потому что я всю жизнь проработал с его отцом, Хамзовой Валян. Примерно знал, что за семья, что за люди.
Но сначала на него смотрели со скептицизмом, как всегда. Этих руководителей, может, уже нет, но здесь. Но Бұрмалай қайтқанда енді бізді бүтін жана бұлғатырға жиына наши устои начал разрушать, что нельзя делать так, нельзя делать это, то есть нам надо красиво жить, то есть нам надо здесь город строить, то здесь нам надо делать Швейцарию. Ну, объяснял, что по улицам надо ходить не в сапогах, а в ботинках, что резиновые сапоги это неправильно, что на улицах должно быть светло, что должны быть тротуары, что от центральной улицы там не должны машины ездить. Ну, смотрели, ну, чудаковатый парень, ну, что, ну, давай попробуй. А теперь-то я более чем уверен, что более 90% людей здесь сидящих не знает, где у них резиновые сапоги. В 1984 году мне пришлось быть в Сабинском районе у первого секретаря. У него стояли, он работает он работает и Сабинский район, Сабаның площадь алдында Алла бір кулиді. Қазір нешіктер енді білмеймін, Сабада болған жоқ, алай түгілдер, наверное. Но шулай, но вот она и эволюция. Недовольны тоже, наверное, были, потому что так как мне приходилось и с ним часто встречаться, но главное вот преимущество, он никогда нас не заставлял ходить на совещание без повода, с поводом, каждый день, через день. То есть он нам дал свободу. Недовольны тоже были, когда вот эти сараи, всякие лачуги выгребали бульдозерами. Ну да, там, это мое имущество, я там нажил эту грязь, эту, иногда же было такое, что вонь стояла, там эти вот такие крысы бегали. Ну, видите как. Сейчас мы об этом уже не помним. Ол тегершиттен қарап, кішінің ішлегеніне бәйе беру жойлейді ол. Шоңа, іш құшқанна, ана юратмағаннардар енді башта, потому что іш құша, кішіні ішлетті, елкін ішлетті, субботыкын ішлетті, кештен ішлетті, субботник постоянно, ана, кім яратсын енді, ана бір кішілі яратмын іш құшқан кішіні. Ол енді өз иранған, әзірек шарға, көбірек ашарған, но ничего не поделаешь, өз үшін бейт. Сделано многие добротно, повторяться. Хочу даже повториться еще раз. Больницы, школы, улицы, дворы, проблема с мусором, парки, скверы, набережные, новые микрорайоны, спортзалы, бассейны. Первый раз, когда, по-моему, на второй или в тот же день, он меня пригласил, да, нет, утром в 5 утра, давай, говорит, проедем. Я, да, давайте проедем. Я ему показываю поля, вот это, а ему поля как-то неинтересно. Он говорит, у тебя здесь мусор, у тебя здесь это, у тебя здесь то, делает замечание. Я говорю, что, голова администрации, ему поля неинтересные. А мне, говорит, твои поля неинтересные. Эти, говорит, поля твои, ты, говорит, занимайся сам, это, говорит, твой бизнес. Но, говорит, его надо, ну, конечно, вашу киляиды, вашу киляиды. Хоть когда сразу, говорит, это ваш надо. Но получилось-то как получилось. И поля красивые, и урожай хороший, и опрятный, и красиво. А что? Но его же не убирают, его же повышают. Результат-то есть. Но его принцип, принцип не учить и не мешать предприятиям. Он сработал, он очень хорошо сработал. Мы сначала, опять же повторяю, мы смотрели, как бы издалека, а потом уже поняли, что нам тоже же стыдно вот таких грязных предприятиях, там без забора, без асфальта, без красивого фасада, сидеть тоже неопрятно, то есть это же, в принципе, делается для людей. А для меня лично, для нашей компании, за эти 8 лет мы поднялись с объема 450 миллионов почти до 2 миллиардов в этом году. То есть это 4-кратный рост. В 5 раз у нас повысилась производительность труда. Зарплату мы смогли повысить с 15 тысяч до 68 тысяч на сегодняшний день. Номенклатура выросла, у нас так и так была номенклатура большая, но вот за последние 5 лет мы освоили и запустили в производство 25 суперсовременных
машин, суперсовременного оборудования для сельского хозяйства. Провели полную автоматизацию производства. Только станков и оборудования за 5 лет закуплено более 50 единиц на сумму более 800 миллионов рублей. И это оборудование самых, ну, кто у нас был на предприятии, он видит, он знает. Кстати, каждый станок, который я закупал, он об этом слышал, Рамиль Хамзович, и приезжал посмотреть, удивиться, посмотреть, порадоваться за это дело. Работа главы, она, конечно, тяжелая, неблагодарная, публичная. Даже иногда про главу, но и про руководителей люди даже больше знают, чем он сам про себя. Потому что там у нас какие-то слухи появляются, что-то говорят. Но когда есть конечный результат, и это хороший результат, положительный результат, то люди начинают это оценивать и начинают ценить. И вот, наверное, это есть цель любого руководителя. Ни один руководитель не хочет, чтобы люди работали плохо, чтобы было все плохо, грязно, некрасиво, неопрятно. Ну и пожелания в дальнейшем, конечно, Рамиль Хамзович, вам пожелания в дальнейшей и очень непростой работе успеха, а вот новому, он, получается, это процедура какая-то, это, наверное, закон так требует. Давай, брат, на запад, на саму землю, по-моему, Рустамир Загалишлава. А новому руководителю Альберту Робертовичу я желаю продолжения такой же, еще более успешной работы на благо района, людей района. Район у нас, он и сельскохозяйственный, и промышленность есть, и переработка, и сфера услуг. В принципе, у нас есть все, что есть в больших городах. Но даже больше у нас еще очень высокоразвитое, высокотехнологичное сельское хозяйство. Ну и самое главное, это но я не говорю говорить народ, я говорю часто люди, потому что народ это как-то, это толпа какая-то, а люди это каждый человек. То есть, если будет каждый человек немного доволен, что у него хорошая работа, хорошая достойная заработная плата, вот цель любого руководителя района, красивая, здоровая и счастливая жизнь. Рамиль Хамзович, бигзур рахмат сізге. Хайырлы ел. Эволюция продолжается, эволюция не заканчивается. Но Альберт Робертович, рахим етіңіз. Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению третьего вопроса повестки дня. Заседание о возложении исполнения обязанностей руководителей исполнительного комитета Мусюнского муниципального района. В соответствии со статьей 58 Устава Мусюнского муниципального района Республики Татарстан положением об исполнительном комитете Мусюнского муниципального района, в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного комитета района, его полномочия временно исполняет один из его заместителей. Поступило предложение о возложении исполнения обязанностей руководителя исполнительного комитета муниципального района на заместителя руководителя исполнительного комитета Хузина Альберта Робертовича. Мы его хорошо знаем. Альберт Робертович в дополнительном представлении не нуждается. Предлагаю поддержать предложенное предложение о возложении исполнения обязанностей руководителя исполнительного комитета района на заместителя руководителя исполнительного комитета Хузина Альберта Робертовича. Ставлю на голосование. Кто за? Против? Воздержались? Единогласно. Слово для выступления предоставляется исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета муниципального района Хузину Альберту Робертовичу. Уважаемый Алексей Валерьевич, Эльнур Махмудович, разрешите в вашем лице высказать слова благодарности президенту Республики Татарстан
Рустам Нургалевич Минихановна за оказанное доверие. Хурматлы депутатлар, хурматлы жетекшилер. Район знаю хорошо, мы вместе с вами плечом к плечу 3 года работали и добивались больших успехов. Практически каждого, кто сидит в этом зале, я знаю лично. И вместе с вами, также плечом к плечу, если будем работать, я уверен, что будем так и делать, то будем работать во благо района, во благо людей и для выполнения задач, которые ставит перед нами наш президент. Большое всем спасибо. Сізге бек зор рахмат айтасым келер за тот опыт, который вы передали, за то, что тоже в свое время поверили и пригласили работать в районе. И яңа шигізде сізге оңышлар, шулай яңа жеңілер. Рахмат. Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению 4-го вопроса повестки дня о конкурсе на замещение должности руководителя исполнительного комитета Муснюмского муниципального района Республики Татарстан. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 26 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года номер 45 ЗРТ о местном самоуправлении в Республике Татарстан, статьей 55 Устава муниципального образования Муснюмского муниципального района Республики Татарстан руководитель исполнительного комитета муниципального района назначается на конкурсной основе. Проектом решения предлагается провести конкурс на замещение должности руководителя исполнительного комитета Муснюмского муниципального района, установить порядок приема документов на конкурс от претендентов, образовать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение должности, утвердить порядок проведения конкурса, утвердить условия контракта с руководителем исполнительного комитета района. Аппаратом Совета района подготовлен проект соответствующего решения, который у вас на руках, если необходимо зачитывать. Рахмат, спасибо. Уважаемые депутаты, нам необходимо принять решение по данному вопросу. Какие будут замечания по проекту решения у депутатов? Есть предложение принять за основу. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Против? Воздержались? Единогласно. Принимаем за основу. Будут ли изменения и дополнения к проекту решения? Нет. Поступило предложение принять в целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Против? Воздержались? Единогласно. Уважаемые депутаты, 5-й вопрос повестки дня заседания. О внесении изменений в структуру исполнительного комитета Муснюмского муниципального района. Предлагается внести в структуру исполнительного комитета Муснюмского муниципального района дополнительную должность заместителя руководителя исполнительного комитета Муснюмского муниципального района. Уважаемые депутаты, нам необходимо принять решение по данному вопросу. Какие будут замечания по проекту решения у депутатов? Принять. Есть предложение принять за основу. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Против? Воздержались? Принимаем за основу. Будут ли изменения и дополнения к проекту решения? В целом. Поступило предложение принять в целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Против? Воздержались? Единогласно. Решение принято. У нас есть записавшийся для выступления. Слово для выступления предоставляется председателю Общественного совета Муснюмского муниципального района Султанову Рушату Завдатовичу. Hürmetli президиум, hürmetli депутатлар, сессияда катнашучы иптәшләр. Бүген биредә һәркемнең күңеле рәхәт булмаган халәт кичерәдер. Ничә еллар буе безне бер максатка, районны төзекләндерүгә, халыкның яшәү, эшләү, ял итү шартларын яхшырту эшләренә туплаган, мөслимебезне Россия күләм иң төзек торак пункты дәрәҗәсенә күтәргән, бик тынгысыз булган җитәкчелек белән сабырлашу вакыйгасыннан туган халәт бу. Тормыш бер урында гына тормый. Республикабызның икътисади яктан үтә әһәмиятле территориясе белән җитәкчелек итәргә президентыбыз Рустам Нургали улы Минниханов нәкъ менә мөслим егетен, Муснюм муниципаль районының 8 ел башлыгы булган, үзен конкрет эшләрдә фақат уңай яктан гына күрсәткән Рамил Хәмзә улы Муллин кандидатурасын тәкъдим итәргә карар кылган икән. Димәк, шулай кирәк.
халыкның юраганы юш килде. Булай эшләгән кешене тотмаслар, югарыга алырлар, дип яшәде бит район халкы. Хәзер безгә Рамил Хәмзә улына яңа урында да уңышлар гына телисе кала. Хөрмәтле депутатлар, Татарстан Республикасы Муниципаль район мактаулы гражданин исеме бирү тәкъдимен карау комиссиясенә Муниципаль район советы һәм башкарма комитеты хезмәт коллективыннан, район иҗтимагый советыннан Татарстан Республикасы Муниципаль районының мактаулы гражданины исемен район башлыгы, район советы рәисе булып эшләгән Рамил Хәмзә улы Муллинга бирү тәкъдимнәре кирде. Комиссия үзенең 2 октябрьдә үткән утырышында бу тәкъдимнәрне карады һәм аларны яклау, район советы депутатлары карауына чыгару турында карар кабул итте. Шулай ук комиссия тарафыннан депутатлар карауына җиткерү бурычы миңа йөкләнде. Рамил Хәмзә улы Муллин үзенең район белән җитәкчелек итү елларының беренче көннәреннән үк районга тәртип салуга, район халкының яшәү, эшләү, ял итү шартларын яхшыртуга, җитештерүне заманча технологияләргә нигезләнеп җайга салуга, эшмәкәрлек хәрәкәтен үстерүгә җитди игътибар итте. Шул проблемалар белән янды, көйде, аларны чишү юлларын эзләде, тапты. Аның өчен мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният, спорт һәм физик культура өстенлекле өлкәләр булды. Халыкны чиста су белән тәэмин итү, асфальт түшәмле юллар челтәрен үстерү, күп катлы йортлар төзү һәм күп катлы йортларга капиталь ремонт үткәрү эшләре дә икенче планда иде дип һич кенә дә әйтеп булмый. Үзәк хастахана, районның гомуми белем бирү мәктәпләре, балалар бакчалары, политехник техникум, мәктәптән тыш эшләүдәге биналары өре яңадан ясалды, аларның матди техник базасы байытылды. Райондагы капиталь төзелешләр мөслимебезнең йөзен үзгәрттеләр. Яшьлек спорт сарае, Җәмигъ мәчете, аның каршындагы кафе, Тамчы yüзү бассейны, Шаңгы үзәге, Сабантуй үткәрү урыны, Пушкин, Курай, Кояшлык парклары, Мөслим йөрәге, Тукай, почта, укытучылар скверлары, төзекләндергән Пушкин, кооператив, банк, бакча, Октябрь, Татарстан, Яшьләр, Тукай, Вахитов, Гагарин, колхоз, Ярбый һәм башка урамнар, алардагы тротуарлар, яктырткычлар, газоннар, утыртылган агышлар, парковкалар мөслимебезнең өре яңадан төзелүен раслыйлар. Район башлыгыбызның әле нинди планнар корганын белмәгән, белсәк тә ышанмаган вакытларны күз алдына китерик. Пушкин урамын сүтүдән, актарып ташлаудан аның беренче эше башланды. Бар халык, хәтта монда утыручыларның күбесе, ничек итеп җыеп бетерер инде дип баш ватты. Урам җыелып та бетте, төзелеп тә. Мөслимләрнең яратып та, горурланып та йөрерлек, ял итәрлек урамына әйләнде. Булар берсе дә үзеннән үзенә барырга килмәгән барбыз да аңлыйбыз. 7 кат җир астында яткан акчасын сыйфатлы итеп башкарыдай конкурстан үтәрик подрядчигын табырга, эш барышын даими контрольдә тоту да зарури. Акчасы җитмәгән җиргә ярдәм итәрдәй игәнәчеләрен табырга, бу эшнең мөһимлеген түкми-чәчми аларга да аңлатырга кирәк. Районыбызда һәр төзелеш, һәр башкарылган эш аерым бер стилгә буйсындырылган, архитектура кысаларына салынган, шул ук вакытта үзебезнең җирлек җитештерүчеләре мөмкинлекләренә дә таянылган. Моның өчен Рамил Хәмзә улы Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Ярчаллы шәһәрләр белгечләренә, югары уку йортларында укучы, киләчәктә профильле белгеч булачак студентлар белән дә уртак тел тапты. Даими җәмәгатьчелек тыңлаулары оештырып, райондашлары белән киңәш табыш итте. Район башлыгының районда үткәргән сәясәтен үзгәртеп коруларының уңай нәтиҗәсен халык бик тиз аңлап алды. Башлык артыннан теләп йөрде, һәр яңалыкны хуплап каршы алды. Район оппозициясыз тыныч шартларда эшләде. Элек булганнары да иреп юкка чыкты. Кооператив, Пушкин урам башларында ташланды хәлгә килгән җимерек, көбесе файдаланылмый торган сарайлар урнашкан, чүплеккә әйләнгән территорияләрдән балалар мәйданчыклары, яшел зоналар, машина парковкалар барлыкка китерү Рамил Хәмзә улының тәвәккәллеген, көчле характерлы булуын, башлаган эшен ахырына кадәр алып чыгачагын күрсәтте. Ул үткәргән сәясәткә килеш мөмкин түгеллеген аңлатты. Тоткан юлының дөрестлеген раслап, нәкъ менә шул Пушкин урамыннан район советына
депутатлыққа кандидат болды ол. Халықтың зор көпшілігі оңай дауысы білен депутат етіп сайланды. Рамил Хамзаулы Муллин, Татарстан Республикасы Хүкіметі, президент программаларын мүмкін болған әрқайсына районына кірту үшін бүтін тырысшылығын қойды. Борында Татарстан Хүкіметіне, президентіне зор рахмет сөздерін жеткіру орынды болар деп санаймын. Район басшылығын тырысшылығын көріп, бұл программаларны финанслауда Мүслим районына көп ішрақта үліш шығарылып келінді. Ақша болу білен генә түгел, аны мақсатшан, өз вақытында өзләштіру, рационер файдалану да керек бетәлі. Мұнысы да аның жетекшілігінде тұрмышқа ашырылды. Халықтан жиылған өзара салым ақшасының хүкімет тарапынан 4 тапқыр артығы субсидиялануының әһәмиетін жетекші біз, алданып аңлауды арайынымыз үшін зор файда кетірді. Өзара салым ақшасы көлемі білен келісімойшы қайбір арайындаштарының фикірлерін республика матбуғат шаралары яқлап шығулары да Рамил Хамзаулын үркітмәді. Нәтижеде ауыл yolları, урамлары түзіклендірілді, яңалары түзілді, урамлар яқтыртылды, сулар кіртілді, зират көмелер яңаға алмаштырылды. Хәтті ауылларда ял парклары, балалар майданшықлары барлыққа келді. Урамлар жайын тегіздене яки аңа ремонт өткерілі, қышын қардан шестартылы, ауыл халқы сүйінді, ауыл жерліктері башықлары жеңел солай башладылар. Халық жиынларындағы іліккеге қауғалар, ризасызлықлар юққа шықты. Қазір енді ауыл жиынларында ішлеген іштерге юмбақ ясала, алға планнар турында сөйленілі. Рамил Хамзаулының креатив уйлай үйіштіра білуі, алдан көрішенлігі нәтижесінде районымыз социал-экономик көрсеткішлерін яқшырта барды. Бүгін енді районымызны республикада, шет түбәклерде яқшы білелер. Оқытушылардың республика август кеңешмесі, татар шмәкерлердің бүтін Россия форумы, татар түбәкшілердің бүтін Россия форумы, Татарстан біріншілігіне милли күреш, бүтін Россия милли күреш ярышлары, Татарстан республикасы район басшылары министрлікқа жетекшілер қатнашында кеңешмелер, бүтін Россия ауыл сабанты өткерілу, Татарстан һәм Россия каналлары аша мүсімге бағышланған тапшырлар ұйыштырылу, нәк міне мүсімнің өсішін дәлелеуші, аның танылуын раслаушы шараларының қайбірлері. Мүсімде өткен бүтін Россия федерал ауыл сабантойына Россияның 45 регионынан 600-ге яқын милләттәшіміз келді. Алар мүсімні яратып, халықтың яшау шартлары, тудырылған мұхиттан сұқланып кеттілер. Әлі көптен түгіл район делегациясы Омский, Свердловск өлкелерінде өткен татар түбекшілерінің бүтін Россия форумында болды. Анда 22 түбектен делегациялар қатнашты. Ол күндерде де аларның тілінен Мүслим түшмәді. Енді неше yıllar біздің районның тәжірибесін үйренуге республика районларынан, Россия түбәкләрінен делегациялар келелер. Келген һәркім юғары бәя беріп кете. Нешік ішенді деген сұрауға жауап іздей. Нешік? Әлбәтте, бізге қарағанда бүтін жаны тәні білән ішке берілген. Мүслимні туған жерін ярату сөзі білән түгіл, іші білән испат еткен. Райондашлары үшін бұлдыра алғаның барысында ішлеген Рамил Хамзаулы өзігіне яқшы біләдір. Зор рахмет сізге, Рамил Хамзаулы. Шушы тырыш қызметлеріңіз, қойған күшігіз, район мәнфағатында янып юғалтқан сәләмәтлігіңіз үшін Аллахы Тәғәлә әжір сауапларын қайтарсын. Алдағы тыңғысыз қызметіңізде оңышлар, сізге шын тірек болырдай қызметтәшләр тілейбіз. Hürmetli депутатлар, Татарстан Республикасы Мүсім муниципаль районы мақтаулы гражданины исемен беруге Рамил Хамзаулы Муллин кандидатурасы мақтаулы исем беру негізлемесіне тулысынша туры келе. Шуңа күрә сізні, хөрмәтле депутатлар, аның кандидатурасын яқлап тауыш беруге шақырам. Сіздің оңай тауыш беругіз Рамил Хамзаулының район үшін қойған қызметіне мүслимлерінің рахметі һәм хөрмәті болып қабыл етілер еді. Ихтибарыңыз үшін рахмет. Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению дополнительного вопроса повестки дня о присвоении звания почетный гражданин Мусюмского муниципального района Республики Татарстан. Есть ли вопросы или дополнения к выступающему? Кто за предложение о присвоении звания почетный гражданин Мусюмского муниципального района Республики Татарстан Муллину Рамилю Хамзовичу, прошу голосовать. За? Против? Воздержались? Единогласно.
Уважаемый Алексей Валерьевич, Игорь Махмудович, Маразаш, уважаемые коллеги, хөрмәтле дуслар, ауылдашлар, туганнар. Хочу выразить слова благодарности в первую очередь за то, что нам казалось, наверное, некой мечтой, мы смогли воплотить в реальность. И пользуясь моментом, что Алексей Валерьевич здесь у нас, я хочу выразить слова благодарности президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову, руководству республики за поддержку, за то, что в течение вот этих 8 лет, то, что, может быть, для нормального человека казалось какой-то неким бредом, мы смогли реализовать, и в этом была огромная поддержка руководства республики. Поэтому, Алексей Валерьевич, бик зор рахмат за ту поддержку, которую Алексей Валерьевич дал нам. И надо сказать, что мы максимально, конечно, постарались использовать те ресурсы, которые были даны для развития территории. Аллаға шүкір, шушы 8 ел ішінде біз енді көп ішлер ішледік, бәлкім екімдеден ұнытсам енді кешелер көрер, ләкин бүгін фұрсаттан файдаланып, мен де рахматымды жеткіресім келді екенмеше біріншісі дәулет жетекшілігіне, большое спасибо руководству республики, ну и всем нам за то, что вы поверили, оказали поддержку, это очень важно было. Один поле он не воин, уран бойлап тауыш көтәріп көп күгенә тауыш көтәріп берсәң дә, артыннан халык басмаса, әлбәттә бер нәрсә шәп булмас иде. Конечно, вот то, что вы поддержали, руководители здесь, за вами коллективы, главы сельских поселений, за вами народ, это, конечно, была большая поддержка для того, чтобы мы смогли реализовать те задачи, которые стояли перед нами. А задачи стояли большие. Муслим дегенде кай вакытта кемдер әйтә, нәрсә ул? Муслим нәрсә түгел, муслим кайда иде? Бүген Аллаһка шөкер, муслимне беләләр. Муслим знает, где она находится, что она имеет. И не просто знает республика, но и знает, Аллаһка шөкер, вот те мероприятия, которые мы с вами проводили, августовская конференция, съезд предпринимателей, бизнесменов, которые мы проводили, федеральный сабантуй, как апогей нашей работы. Это, конечно, позволило, чтобы нас узнавали не только здесь, но и в пределах страны. Это результат большого труда. Каждого. Понятно, может быть, я ставил те задачи, может быть, они были, может быть, для первого взгляда даже нереальными, но акрын-акрын без анатомышка пошел. Тихо-тихо, где-то, может, очень быстро где-то, но мы смогли это реализовать. Да, все для этого делали. Ағашта жудық, ташта жудық, бинада жудық, бүтінісінде эшледік, ләкин өзі бізге эшледік, Аллаға шүкір. Мен бүгін рахмат айтасым келе, шушы халықны көтерген администрацияға, командасыма. Шынан да, мында бүгін енді менің білен эшләп отырған исполком жетекшілері бар, Ерғас Қаш, Алмас қайталмады, Рафаэль, Ильнур Ахметов, әлбәттә Азат Мусагич, әлбәттә кемдер онытырмын, ләкин вот эта команда, которая минем кай вакытта сабырсызлыгыма, ашыгуыма сабыр булып, тыңлап, мине аңлап, менә Илгизә әйтә ул. Беренче елларны киңәшмә үткәрдек училищеда. Первый год. Второй год. Нет, первый год, кажется. Я так что-то очень сильно объяснял. Мне оказалось, что это важнее вопроса нет. Там как раз были инвесторы, как раз было это сельское хозяйство, а мы тогда были, к сожалению, очень депрессивном состоянии. Вамин банкрот, Акрофир Муслимовский кетті. Елиза кешті шты да, мен айты, Рамил сен шәп сөйледі, біреуін оңына алды. Шаңа көрі, андай вақытта болғандар. Все это было, все это мы проходили. Но Аллаға шүкір, бүгін вот с этой командой мы смогли поднять народ, поднять предприятие, ставить себе огромные амбициозные задачи, которые, наверное, даже не под силу некоторым городам, но мы смогли это реализовать. Поэтому сіздің сабырлыққа, сіздің шануға, һәм һәр вақытта менің белән болуға, 8 ел дәуірінде не қызғаныш, мен бір доклад яза алмадым. Нормальный кіші шекелі отырып доклад яза білмедім мен. Мәскеуге кеттім, Госсоветқа, Госдумаға выступать. Госдумада выступаем по развитию сельских территорий, Инур Ахмадович.
как раз нужно было выступить в рамках продвижения программы развития малых территорий по благоустройству. Ну, доклад пришлось писать в самолете, дописывать в гостинице. Сағат 4-ші ортада Азат Мусагетович белән Марина Расман мені аны флешкаға жіберділер. Мен 1 сағат оқытында кеттім Госдумаға. Шуңа күрә азырақ кына бәлки мен сейрәк тә булганмын дип мәсьәләдә. Шуңа күрә, ләкин аңа карамастан сез инде сабыр булып аны ишеттегез мине, кабул иттегез. Шуңа күрә мин ихлас күңелдән зур рәхмәтемне җиткерәсем килә шушы администрация командасына. Чынында бик матур эшләдек. Бик матур эшләдек. Менә шуңа күрә мин саныйм, Альберт Робич, сез дә безнең командада булдыгыз. Яхшы команда кала, бу команда белән тау күчереп була. Вот с этой командой можно перевернуть горы. Самое главное найти правильные слова, правильную мотивацию, и я думаю, что все это можно будет сделать. Здесь, я считаю, есть профессионалы, которые достойны, и они стоят очень дорогого. Наверное, самое большое достояние этой территории – это люди. И вот без сіздің білән халқын көтерілді. Шуңа күрә мен бик зур рәхмәт итәсем килә халқыма. Төрле шақ булгандыр, аңламаган шакларда булгандыр, ләкин вакыт кирәк иде. Һәм ул вакытны сез бирдегез. Дали то время, которое позволило мне реализовать эти проекты. Неважно, снос сараев булсынмы, строительство дорог булсынмы, төрле шақ булды. Авылларда эшләгән шаклар. Бүген Аллага шөкер, аны без тормышка аша алдык сезнең белән. Әгәр дә халык күтәрелмәсә, без бер эшне эшли алмас идек. Без су буен, мин санап чыктым, беренче өлешен 60 көндә, икенче өлешен 40 көндә, 100 көн эчендә эшләп чыккан. 100 көн. Ул бик зур проект. Сабантыйны без 3 ай эчендә эшләп чыгардык, Сабантый проект. Вот тот проект, который мы реализовали, всего лишь это Сабантуйский проект, он был реализован в течение 3 месяцев. 3 месяцев. И вот это было труд, совместный труд каждого. Да, может быть, это первое время, наверное, кому-то не нравилось, но в последнее время уже кого-то, если не выходили на субботник, кому-то что-то не хватало. Наверное, это норма. Потому что это нормальная практика в развитых странах, как Германия, Япония. И мы это объясняли, и самое главное, мы это услышали. Халық аны ишетте. И мен шуңа күрә халкыма бик зур рәхмәт итәсем килә. Бик зур рәхмәт итәсем килә. Бергә булдык, бердәм булдык, һәм инде Аллага шөкер, бу тормышны да эшләребезне тормышка ашыра алдык. Аерым рәхмәт итәсем килә туганнарыма. Менә монда тормыш иптәшем Мутара Сәймбикә. Әти-әниемә бик авыр вакытта алар кирәк булды. Көн сайын эшкә чыккан, иртән эшкә чыкканда алар миңа нәсихәт кылдылар. Мин дә бер көндә иртән чыкканда өйдән дөньяма, халкыма начарлык шелтә чыкмады. Аларның тәмле шейләре, тәмле сүзләре инде миңа тормышымда, эшемдә бик ярдәм иттеләр. Шуңа күрә бик зур рәхмәт аларга. Инде Алла Тәала киләчәк тормышыбызда сабырлык биреп, инде матур итеп тормыш кыларга һәм әниемнең һәр вакытта нәсихәт дуасында булырга насыйп булсын. Нинди сүзләрне әйтсәм дә, бәлки әйтеп бетерә алмасмын. Шуңа күрә менә шушы бүген инде миңа бирелгән Мөслим районының мактаулы граждан исемендә инде үзебезне һаман яшь итеп күрәбез бит, илне куып киләбез инде. Әлбәттә зур дәрәҗәдә. Кайчандыр бәлки әле Мөслимгә килеп, менә Рөстәм Мирзагалиевич мине беренчеләрдән булып эшкә алды. Мин инде бик яшь специалист булып институтны бетердем дә, бер көн бер атна бәйрәм иттем дә, бер атнан соң кайтып мине эшкә куйдылар. Башлаганда бер нәрсә дә белмим шикелле. Минем башыма да бәлки сыймагандыр, кайчандыр мин шушы вот мине эшкә алган Рөстәм Мирзагалиевич, Илгиз Хафиевич, Рушай Җәдәш, минем укытучылар күп булган менә да, бәрәк шәһрәтманчылар минем укытучыларым булганда, мин аларның каршыларына басып, Мөслимнең мактаулы гражданины булырмы дип минем башыма да бәлки килмәгәндер. Әлбәттә бу зур дәрәҗә. Рәхмәтемне җиткерәсем килә. Шушы минем эшне күргәнегез өчен, мин инде кулымнан килгәнчә тырыштым. Кулымнан килгәнчә булдырырга тырыштым. Һәм Аллага шөкер, бүген инде тыныч күңелем белән яңа эшкә күчәм. Мин инде шуның әйтәсем килә, чынында менә бу бергә эшләгән эшебез, әлбәттә зур хезмәт. Һәм инде Альбертович сезгә, янымда утырган җитәкчеләргә мине аманат итеп тапшырасым килә. Саклыйк, яхшыртыйк, аңа бөтен мөмкинлекләр бар. Благо то, что есть программы президента, есть. Вот сегодня были у президента, очень добро отозвался президент о нашей совместной работе. Мөслимне беләм, Мөслимне яратам, Мөслим яхшы, президент әйтте. Поэтому Аллага шөкер, вот при той поддержке, при той команде, при тех людях, которые сейчас есть, я думаю, что только нужно приумножать. А для этого все у нас есть. Шуңа күрә инде киләчәктә дә шушы туган якка куанып кайтырга насыйп булсын, күрешеп, аралашырга насыйп булсын. Алла Субхану ва Тәала һәрберебезгә саулык, сәламәтлек, иминлек бирсен.
дай Бог, чтобы у нас все было хорошо, дай Бог нам пройти вот эти трудные времена с ковидом, трудные времена с экономикой. Дай Бог, чтобы мы с удовольствием приезжали в свои родные края, улыбались друг другу, бір-бірімізге рахмат айтып, мотор тебенде бізге бізге тұрырға, қам ешерге насип болсын. Шоң көрі келешекте де рахматым жеткізіп келе барлыққа, міне мында енді мен айтырған тұқамын біздің енді төп инвесторларымызға, шынында міне Марат Көш мында, Марат Көшқа келіп, Марат Көш мені іштен ол емейтен тәнфетіңі тоқтады. Жоқ, тоқтатмады, Аллаға шүкір, ол да тәрбиеледі. Ну, әр нәрсенің қуанышы бардыр. Міне бүгін ішлеген компаниялар бізде, ол мировой уровень компаниялар. Мен оларға ихлас көңілді рахмат етіңіз келді. Август, Намус, Туғания, Агромастер, олар просто сөзсіз команда. Это мощная команда. Шоң көрі бүгін кімдер отырсам, кешері көрсен, шоң айтасым келді. Бірге болдық, бірден болдық, күшлі болдық. Шоң көрі вместе мы были, и мы сила были. Поэтому дай Бог, чтобы и в последующем нам оставаться теми, чтобы о нас знали и больше о нас говорили. Шоң көрі бик зор рахмат. Емин болыңыз, келешекте де мотор етіп бірге, шушы жерлігімізге қызмет етіп, отанымызға қызмет етіп, елімізге қызмет етіп, тілімізді яратып, динімізде болып, мотор етіп тұрғызға да ешерге насип болсын. Рахмат сізге. Барлық коллективлар исеменнән, коллегалар исеменнән, администрация коллектив исеменнән, авыл җирлекләр исеменнән һәм алында эшләгән барлык хезмәткәрләр исеменнән сезгә уңышлар телибез. Чыннан да без үзебез дә ышанмаган эшләрне эшли алдык шушы команда белән. Һәм инде аның башында сез тордыгыз. Киләчәктә дә сау сәламәт булыгыз, яңа эш урыннарыгызда да уңышлар булсын. Һәм авыр вакытларда ярдәм сорасак, безгә дә ярдәм итәрсез. Уважаемые депутаты, вопросы повестки дня заседания рассмотрены. Разрешите поблагодарить вас, Алексей Валерьевич, и всех приглашенных за участие в заседании Совета Мусюнского муниципального района. Рахмат барыңызға да, сау болыңыз.